Несмотря на все призывы действовать в правовом поле, митинговавшие предприняли попытку прорваться в здание акимата области. Ауызбіршілік ең бастысы құндылығымыз болу керек. Сондықтан заң бұзушылыққа жол бермейік. Адамдардың жүріп тұруына, көліктердің қозғалысына тыйым салынған. Өзіміздің үйімізді өзіміз өртемейік, ағайын. На центральной площади Павлодара развернута специальная техника. Находятся представители силовых структур. Установить ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств Павлодарской области. Патрульдік полиция қызметкерлері жүргізушілердің сондай-ақ жолаушылардың құжаттарын тексеріп, көліктерін толықтай қараудан өткізгеннен кейін вашу машину досмотрят и разрешат продолжить движение. Все манипуляции занимают не более 2 минут. У нас существует комендантский час с 23 часов до 7 часов утра, и поэтому будем мы все добры подчиняться существующим законам. 2 күн ішінде өңірде қоғамдық тәртіпті бұзған 400 адам ұсталды. 144 нарушителям применено взыскание в виде административного ареста сроком до 15 суток. ғимараттарын басып аламыз деген арақ ішіп, болмаса бір қару қолға алу ондайлар болмау керек. Я призываю всех казахстанцев к миру, за прекращение насилия и поддерживаю решение президента принять жесткие меры в отношении террористов. Граждане проявили инициативу о создании отрядов добровольных дружинников. Уже сейчас из числа военных афганцев, государственных служащих сформированы такие отряды в количестве более 200 человек. В период карантина мы были волонтерами в акции «Бригемус». Сегодня это отряды дружинников. Если у вас есть вопросы, касаемые работы интернета, коммунальных служб или въезда на территорию города Павлодара, вы можете позвонить по номеру 109 с мобильного или городского телефонов. Обещания, данные руководством страны, были выполнены. Газ в Павлодарской области будет стоить 70 тенге за литр. Все медицинские учреждения работают в штатном режиме. Пациенты также могут планово госпитализироваться. Функционируют у нас тревожные кнопки. В случае необходимости ответственные службы будут приглашены или вызваны в срочном порядке нашей медорганизации. Қала тұрғындары дүкен аралап тіпті тыныс алу үшін еш алаңсыз серуенге шыққан. Все выплаты, которые у нас намечены, которые уже прошли по системе, по пассивным электронным системам, они осуществляются своевременно, в срок и падают на счета, соответственно, наших получателей. В настоящее время общественный транспорт города Павлодара работает в штатном режиме. Қазіргі таңда Павлодар қаласында 200-ден аса техника мен 120-ға жуық адам осылай қала көшелерін тазалауда. Коллективные религиозные мероприятия сейчас в настоящее время проводиться не будут. Бүгінгі таңда мәдениет саласындағы объектілерде бары тұрақты, қалыпты жағдайда, есіктеріміз барлығы ашық. В настоящее время в общежитиях проживает 61 студент. Все они обеспечены бесплатным питанием. Введена дополнительная охрана для безопасности наших студентов. Работа диспетчеров и персонала находится под контролем руководителей и ответственных лиц предприятия. Никаких отключений хозпитьевого водоснабжения не было и на данный момент пока не предусмотрено. Так как у нас комендантский час в 7 утра заканчивается, с 6 выходить нельзя. Поэтому мы рекомендовали им сдвинуть графики. И утренней смене, те, кто утром выходит в дневной смене, им сократили режим работы, чтобы они позже приходили на работу и раньше уходили. Ночная смена, наоборот, удлинила рабочее время. Но это не повлияло на их трудовую деятельность. События января 2022 года нанесли нашей стране огромный урон. Казахстанцы потерпели невосполнимые потери. Бүгін міне біздер бесін намазында осы аза тұту күні шейіт болған біздің ағаларымызға, бауырларымызға отаным, жерім деп кеткен және бейбіт тұрғындарға осы Құран бағыштадық. Хотелось бы выразить слова искреннего соболезнования именно семьям наших казахстанцев, которые пострадали, которые потеряли своих членов семей. Біз оларды ешқашан ұмытпаймыз, есімізде болады. Уважаемые земляки, я убедительно прошу вас сохранять спокойствие и не поддаваться провокациям, призывам
действиям, которые могут пошатнуть наше единство и дружелюбие. Ведь эти качества особенно отличают нас, жителей Павлодарской области.